Глава Ингушетии, выступая перед работниками Центральной клинической больницы, врачами, медсестрами и санитарами, проинформировал их о том, что сделано в Ингушетии за время его деятельности на посту руководителя региона. Так, по словам Юнусбека Евкурова, за реализацию многих крупных проектов выступали федеральные власти. Они, как известно, в большинстве своем представляют Единую Россию. А я, как глава республики, еще агитирую народ выйти на выборы, чтобы проголосовали за кого хотите, но чтобы вышли. А сегодня мы говорим за партию «Единая Россия». Конечно, под лозунгом партии «Единая Россия» все, что мы сегодня делаем в республике, за 3 года мою бытность, что сделано, мы тоже это все делаем именно под лозунгом партии «Единая Россия». Почему? Потому что помогает власть, федеральная власть. А федеральная власть это кто? Это те же руководители партии «Единая Россия», которые именно как партия власти, возглавляя эту партию, продвигают все проекты, все идеи в жизнь. И, конечно, сегодня мне, например, спокойно, приятно и хорошо то, что Владимир Владимирович Путин выдвинут кандидатом президента Российской Федерации на выборах в 2012 году. Почему? Потому что все, что мы в республике начали с первого дня, это благодаря и при поддержке Владимира Владимировича. Поэтому, конечно, она у нас не провалится, а наоборот еще будет поддерживать эти проекты. То есть у нас уже опасность в том, что кто-то другой придет к власти, и нам это все сломает, нет. Наоборот, будут продвигаться эти проекты. Далее Билан Хамчиев призвал сотрудников здравоохранения и их родственников 4 декабря свои голоса дать самой крупной и эффективно работающей, по его мнению, партии. В дальнейшем есть серьезное у нас понимание у руководства партии «Единая Россия», чтобы дальше до 2020 года разрабатываться программа. Она будет партией, которая «Единая Россия», которая будет поддерживать нас, и республика будет представлена там тоже. Я тоже вас призываю голосовать за партию «Единая Россия». Это та партия, которая нам нужна, которая реально может решать наши проблемы. В рамках встречи у врачей была возможность задать высоким гостям интересующие их вопросы, многие из которых касались модернизации здравоохранения, строительства дополнительных медицинских учреждений, жилья для квалифицированных специалистов, а также повышения зарплаты и перехода на 5-дневный режим работы, как и в многих других субъектах страны. Один из докторов, Васман Султыгов, обратился к Юнусбеку Евкурову с просьбой о восстановлении уволенной недавно коллеги. Новый главврач и новый министр. Мы пока к ним привыкаем, они к нам привыкают. Я думаю, некоторые вопросы перебрасывать через их голову тоже, конечно, некорректно и некрасиво для нас, но мы в сердцах сегодня с вами разговариваем, потому что эти проблемы, которые десятилетиями накапливаются, и они не решались на самом деле. Но сейчас они потихоньку решаются, и я думаю, они тоже будут за нас горой. Но у меня вопрос насчет саговой розы. Вы, наверное, в курсе того, что обход министра, обход ваш обход решилась она написать письмо Хлопонину, и из-за этого она была уволена. Насколько я понимаю, у нее формулировка там идет за неисполнение ее прямых обязанностей. А кто это такая? Я просто хотел бы за нее заступиться, как за своего коллегу. Это заведующая физиотерапевтическим отделением. А что там было? Напомните мне, что там было? Подожди. Просто хотелось бы за этого человека перед нашим министром заступиться и перед вами. Ну, объясните, что там было. Есть такая возможность, чтобы она вышла на работу. Это ее уволили. Вы можете отменить эту фамилию. Хорошо. Отменяю решение. Верните домой ее тогда. Вообще, я вам скажу так. Вот есть вещи серьезные в стране, да? Вот мне очень не нравится, когда наши жители, минуя там руководителя, вообще по жизни, это неправильно. Это то же самое, что отцу ничего не сказать, пойти к соседу и жаловаться на отца. Да, вот как это смотрится. Такая же картина здесь. Когда решение принимается на уровне больницы, Минздрава, ну, поймите, если, да, вот здесь, когда мы говорим по оборудованию, по удобствам, конечно, надо, в первую очередь, если это оборудование закупается для неврологии или для чего-то, там надо спрашивать, ребята, а что вам надо? Не просто идти у них на поводу, что им надо, шахматную доску там или шашки, а чтобы они не путали медоборудование с такими вещами, телевизором, с холодильником, а именно смотреть у них, спрашивать, а потом их уже тоже подправлять, если они не правы. То есть коллегиально надо решать. Глава Ингушетии дал поручение восстановить на прежнюю должность Розу Сагову. Лица всего коллектива
и благодарны мы вам. И думаю, что все и наши семьи будем голосовать за «Единую Россию». Это действительно единственная партия, которую мы все за и будем поднимать и руки голосовать только за вас и за вас. Пресс-служба главы республики специально для программы «Вести».